утро. Вот мне говорят, я тебе завидую, как ты живешь. А нечему здесь завидовать. Утро, потом весь день дорога, потом опять расставлять палатку, ночь, утро, и так каждый день. Вся эта вот дорожная бытовуха. И все путешествие на 95% состоит из этого. Так что это очень тяжелый труд. Это каторга, но я люблю ее, я привык к этому. Я, конечно, понимаю, что это все временно, не всегда. Нужно многое в жизни еще попробовать, многое узнать. Но это занятие для сильных духом людей, поистине сильных духом. Китайцы очень рано встают. Здесь такие движники на улицах происходят. Все что-то в школу. С утра играет музыка, видимо, для зарядки. Как будто в армии все у них. Живут, вот в сельской местности живут по сигналам, как будто. Просыпаются с рассветом. Интересно. Взял он лепешки, не лепешки, как они называются. Вкусные очень. С кунжутом. Позавтракать и ехать дальше. Вот это много таких вот мусоросортировочных частных комбинатов, так скажем. Они тут собирают вон все по отдельности. Мешки, бутылки, пластик, картон. Ну, молодцы в этом плане. Стараются все равно. Все-таки пришлось одеть балаклаву. Потому что вроде бы туман, но это не туман, это взвесь такая. То есть это не влажный туман, как у нас, например. Тут частички пыли, плюс на дороге очень пыльные. Лучше уж в ней ездить. Здоровье дороже. Наконец-то нашел батарейки в компьютерном магазине. Сейчас поставим, посмотрим, что будет. Все настройки сбились. Теперь настраивать опять. Размер колеса вбивать, километраж общий. Примерно я помню какой. Плюс-минус там может 50 километров. Ну что ж, настроим. Подошли полицейские. Не знаю, что хотят пока, посмотрим. Спецпаспорт проверяют. Тут полгорода собралось посмотреть на мой паспорт. Говорят, пройти в отдел, в отделение. Ну, посмотрим, поедем. Что там? В отделение за полицейскими. Будут проверять, наверное, меня. Антитеррор, наверное, все дела. Сегодня же у меня, друзья, кстати, годовщина, год путешествия. Может, они меня поздравить хотят, не знаю. Там Майкл Джексон стоит. Заполнить?
Привезли в отделение, заставили заполнять карточку. Карточку для иностранцев. Паспорт. Вот так вот. Оп. Слали переводчика английского. Сейчас заполняем анкету. Вот. Мурыжит меня уже час тут, короче. Понять не могу, что там написал о национальности. Так нормально все. Дошли в столовую полицейскую, накормили меня. Это мне такой подарок на годовщину моего путешествия. Спасибо. Хорошие полицейские китайские. Молодцы. Сказали до 3 часов задержаться. Еще 2,5 часа. Яблоко дали. Посадили. Я тут в саду гуляю. Курму смотрю. Скоро поспеет. Можно будет кушать. Там документы проверяют у кого-то. Мурыжит там мурыжит. Нашли переводчика. О, шей. Дали вам визитку. Сейчас, наверное, надеюсь, отпустят. Но день сегодня уже потерян. Ну как потерян? Смотря с какой стороны посмотреть. Отдохнуть дали возможность, закачать серию. Серию закачал, он 5-ю. А это 7-я уже готовится. Держит. Пошел взять что-нибудь перекусить. Какой-то смог непонятный в городе еще. Вроде тепло, для тумана нет такого повода. Пойми, все как-то мутно, короче, как и погода. Не, ну вот, молодцы ребята, да? Короче, уже ночь. Меня заставили расписаться, что типа я буду... Да ладно, все, там сделаю. Дал заснять. Вот ведь засранцы, а? Продержали меня около 9 часов. Заставили меня расписаться, что я типа буду каждые 24 часа регистрироваться. Кровью расписался, печать кровью сделал. Ну там типа кровь так намазали специальной краской на палец. И я этим пальцем сделал отпечатку на подписи своей. Так что мне теперь придется за базар отвечать. То есть шкериться мне придется теперь. В маске буду ездить. Потому что я не хочу больше в такие ситуации попадать. И надо валить из Китая быстрее. И вот сейчас надо ночевку мне искать. Молодцы. Ничего не скажешь. Меня киданули там в этом отделении, короче, те полицейские, которые меня забрали. Антитеррор, типа, они все беспокоятся. Вот им делать нечего, на самом деле, вот. Сами себе создают сложности. И себе, и другим людям просто. Ладно, поеду на ночевку искать. На выезд из города, что делать? Надо же все-таки отпраздновать сегодня годовщину путешествия. Полицейские меня поздравили уже вот так вот. Год уже в дороге, год. И каждый день какой-то новый урок. И сейчас мне опять урок. Надо пересмотреть политику дорожную, свой внешний вид, дабы не привлекать внимание полицейских. Слиться с местными, закрыть маской лицо. Наверное, нужно приобрести шлем, дабы выглядеть более таким велосипедистом. Не велобомжом, а типа продвинутым, короче.
завтра все это будем делать. Сейчас покушать супчика интересного и идти искать ночевку. Знаете, такие милые, открытые люди. Вот полицейские, как всегда, все портят. Вот прекрасная страна, прекрасная еда, но вот всегда вот какой-то, не знаю, кто-то всегда мешает. Но это ничего, нас закаливает. Что-то снимает. Вот так вот. Ну ничего, выстоим, прорвемся. Где наша не пропадала? Все будет хорошо.